палочки, чтобы у нас согрелись от холода. Побежали. По стуку барабанных палочек наставника Генчлик начинает свою ежедневную репетицию. Отбивая сложнейшие ритмы на инструментах, юные музыканты создают целый диапазон звуков и настроений, от мягкого постукивания до громоподобных раскатов. Группе Генчлик уже более 15 лет. За это время бессменный руководитель ансамбля Эскендер Велиляев вырастил 4 поколения барабанщиков. Репертуар самый разнообразный. Наша музыка людей как бы делала неравнодушными. Кавказские народы могли просто взять, снять туфли и танцевать лезгинку. Ну, лезгинку мы играли, хайтарму, там, восточный. Любовь у Эскендера Велиляева к барабанам, а точнее к отбиванию ритма, с детства. Однако в те времена не было возможности воплотить свою мечту, но она все же осуществилась. Теперь всю свою душу и энергию отдает любимым ученикам в стенах Дома культуры родного поселка. В душе у них самое главное должно быть в душе вот этот огонь барабанов. Здесь меланхолики как бы не могут на барабанах. Здесь, во-первых, вот этому ребенку, вот он 3 месяца ходит, он уже очень у него большой результат. Тимуру Куртаметову всего 6 лет. Пока старшие товарищи сидят на уроках, юный виртуоз возвращается из детского сада и с нетерпением ждет репетиций. Барабаны – это не просто хобби, это уже целая жизнь. Маленькие пальчики отстукивают ритм везде, а слава о юных музыкантах распространилась далеко за пределы Крыма. Ансамбль побеждал во многих фестивалях, участвовал в телепроектах «Минута славы» и «Украина мает талант». Сможет ли обычный человек вот так без подготовки научиться играть? Давайте попробуем. Давайте. Смотрите. Теперь вместе, давайте, вместе. Вот у вас уже хорошо получается. Мы можем вас к себе взять, в нашу команду. Ежедневные 2-часовые репетиции и полное погружение в музыку. Чтобы почувствовать себя как на настоящей сцене, нужно быть при полном параде. Выступают ребята в национальных костюмах. Сейчас ансамбль состоит из 5 человек. Это уже профессионалы своего дела. Каждый из них мечтает быть хоть немного похожим на своего наставника. Я в будущем хочу стать, как дядя Эскендер, руководителем ансамбля. Этим виртуозам предстоит еще многому научиться у своего наставника, но главное, по словам Эскендера Велиляева, не терять огонь в глазах и душе, тогда и сложности не страшны. Ленуза Борсеитова и Максим Голубев, телеканал Милет, Раздольнинский район.